Заключенные СИЗО номер 5 Екатеринбурга идут на прием к врачу. Медики здесь теперь как следователи. Доктор проверяет, соблюдает ли подследственное режим лечения. Мы можем его привлечь к дисциплинарной ответственности, потому что данное обстоятельство будет уже нарушением правил внутреннего распорядка, потому что им не разрешено нарушать режим лечения. Раньше следственно арестованный мог отказаться от лечения, теперь нет. Он должен без вопросов принимать любую терапию, которую выпишет ему тюремный врач. К слову, контролировать этот процесс с воли практически невозможно. Новые правила внутреннего распорядка в СИЗО вступили в силу перед Новым годом. Пожалуй, самый громкий пункт – это табу на тюремную феню. За блатняк и мат подследственным светит выговор в личном деле. Начальство изолятора с журналистами это обсуждает неохотно. Неясно, как доказать, что заключенный по фене ботает. В женском СИЗО, куда нас пустили, говорят, и слов-то таких не знают. Я думаю, что в интересах самих подозреваемых обвиняемых жаргонной речи, не выражаться жаргонной речью, так как это чревато для них, для самих. И контролируют, наверное, сами в камере они более-менее. Но я говорю, у нас такого нет, потому что женский изолятор. Больше, наверное, это в мужских изоляторах. Сотрудники контролируют, конечно. И как по заказу в подтверждение этого в одной из камер нам устраивают чтение стихов собственного сочинения. Трогательных. Про любовь, маму и свободу. Наша боль ни с чем не сравнима. Потерять бы ее все навечно. Только здесь понимать я стала, как люблю тебя. Все бесконечно. Правозащитники говорят, наказание за мат в российских колониях ввели пару лет назад. Выговор в дело ставит под вопрос возможность досрочного освобождения. Доказать, что ты не ругался в застенках, невозможно. Аудиозапись ни в колониях, ни в СИЗО не ведется. Это стало определенным инструментом давления на осужденных, потому что основная как раз масса взысканий в отношении конкретно осужденных – это за то, что они не поздоровались, либо ругались матом. Эту статью в распорядке колоний даже пытались оспорить через Верховный суд. Не вышло. И вот дело дошло до СИЗО. Официальной позиции ГУФСИН в российских тюрьмах жаргона и мата нет. Вот заключенные вам и сами расскажут. По установленным, так скажем, правилам обращения сотрудников к нам, то есть на «вы» по фамилии, точно так же мы по имени-отчеству обращаемся к сотрудникам. Гражданин, начальник, то есть такого у нас нету, здесь вообще нету такого, чтобы там кто-то на жаргоне на каком-то тюремном, то есть тут такое вообще нет. К слову, это интервью Екатерина давала нам под присмотром начальника СИЗО и двух ее замов. Говорил больше про хорошее, что заключенным разрешили пользоваться тампонами и щипцами для маникюра. Еще сигареты теперь не ломают в труху при досмотре передач. Правда, пропустят по закону только те пачки, что куплены в тюремном киоске. К слову, этот пункт правил тянет на проверку антимонопольной службы. Но обсуждать этот вопрос тюремное начальство с нами тоже не стало. Екатерина Пономарева, Илья Новиков. Для настоящего времени.